дети – это самое ценное в нашей жизни, и их образование имеет первостепенное значение. Недавно первой школе города Якутска исполнилось 105 лет. Школа встречает свой вековой юбилей в филиале по улице Ленина, 50, расположенном в здании бывшего кооперативного техникума. Основное здание находится на проспекте Ленина, 32 и уже построено и ожидает приемки. Проект делал ДСК проект новой школы. На картинке нету ограждений. Это согласно федерального закона по антитеррористической защищенности социальных объектов школ, садов. Это обязательный фактор должен быть. А в нашем здании, значит, почему-то минимальное количество учебных кабинетов, это 15 учебных кабинетов, при том, что площадь составляет 6250 квадратных метров. При этом один огромный просторный спортзал, совмещенный с актовым, да, и плюс буфет. Там здании где-то 43 мы насчитали санузла. Помимо душевые комнаты, помимо этого, нам объясняет служба госзаказчика, что это по проекту все соответствует нормам. И вот на нашем новом объекте, получается, на первом этаже во всех системах отопления есть такие регуляторы давления. Да? Но эти регуляторы давления, на наш взгляд, очень небезопасны для детей, для посетителей, потому что мы не сможем, как говорится, проконтролировать, чтобы они тут ногами не встали, там что-то не открутили и так далее. Система очень такая хрупкая, и если они ее не закроют, как говорится, да, если так и останется, по состоянию в настоящее время, сколько было комиссий, и мы тут сюда приходили и показывали и рассказывали, просили вот это все прикрыть. По современным нормам, да, при наших климатических условиях иметь столовую полноценную, иметь актовый зал – это минимальные, скажем, возможности, которые можно обеспечить для детей, родителей, которые проживают в центральной части. Вместе с родителями учеников первой школы мы посетили новое здание. Здание снаружи очень красивое, но войдя внутрь, мы нашли очень много недочетов, которые нас не устроили. По архитектуре много замечаний и по внешней отделке фасада, и по лестничным клеткам, крыльцам, по территории в общем. И получается, что совсем здание не готово к сдаче объекта. И даже вот по отделке, внутренней отделке тоже очень много вопросов по спортзалу актовому, получается. И даже по оборудованию много недочетов. Наибольшую настороженность вызывает то, что именно в учебных классах все инженерные коммуникации, а именно трубы горячего водоснабжения, идут по верху, по потолку, над доской, и в том числе под окнами имеются какие-то трубы, разные рычаги, которые для детей будут точно представлять опасность. Хотите же сдать, вот когда хотите? Пятницу говорят. Да. Мы пытаемся сдать с Нового года, с 15 декабря пытаемся сдать. Очень много надзоров, очень много замечаний постоянно. Мы устраняем, правильно, вот, мы об этом не спорим, мы устраняем, мы идем, мы штрафы оплачиваем, мы содержание школы оплачиваем. Дети мечтают зайти, конечно, в современное красивое здание, которое будет соответствовать всем нормам федерального закона о образовании. Надо строить как для своих детей. Таисия Горохова, будучи педагогом с многолетним стажем и заслуженным учителем, понимает, что в текущем состоянии школу принимать нельзя. Она обратилась в Общественный народный фронт Якутии. Теперь ввод школы в эксплуатации берет под контроль Народный фронт Якутии. Эту школу посетил Общественный народный фронт с представителями заказчика и подрядчика, которые должны ввести в эту школу. Зайдя с первого этажа, нашли первые недочеты как раз в классах начальных школы.
Это вот трубы горячего водоснабжения, которые идут прямо над партами учебными и над учебной доской. Мало ли что может случиться, может произойти авария, труба может прорвать, дети могут ошпариться. То же самое касается радиаторов теплоснабжения. На первом этаже на всех батареях стоят очень сложные краны, которые очень легко повредить, они такие закрученные. Мы считаем, что они должны быть закрыты в короба. Проекта мы не видели, не согласовывали. Мы удивились, что по периметрально нету ограждений вокруг школы. Здание находится вблизи дорожного полотна. В этой ситуации, конечно, я беспокоюсь за безопасность детей. Выявлены ряд недостатков, которые мы обязательно предоставим застройщику, заказчику, администрации города, Госстройжилнадзору. Необходимо сесть за стол переговоров совместно с Росгвардией и МЧС, потому что здесь вопрос, связанный с забором по антитеррористической безопасности, к сожалению, остается открытым. Я как журналист участвовал в этом обходе школы, новой школы, прекрасной школы. Но побывав на крыше, я задался вопросом, каково же отношение подрядчика и заказчика к строительству новой школы. Когда на крыше лежит мусор, и все-таки не надо забывать, что мы школу строим для детей, для нашего будущего. А взаимодействие заказчика, подрядчика, окружной администрации и директора школы должно было быть с самого начала. По-хорошему взаимодействие должно было идти с нулевого цикла, даже вплоть до привлечения родительского комитета. Вот мы, национальная гимназия ЕКГТ, мы контролировали свою гимназию, которые ждали 10 лет тоже строительства, прямо с забития свай. То есть мы приходили, смотрели, как делаются скрытые работы. И в таком духе вот этой работы не было проведено со стороны города Якутска, мэрии. То есть и получилось, что ни администрация школы, ни родительский комитет не участвовали ни в обсуждении проекта, ни при ходе строительства. И поэтому вот в конце, как и ожидалось, мы все это обнаружили. А теперь итоги посещения Общественного народного фронта Якутии первой школы города Якутска. В целом, конечно, здесь нужно облагородить территорию, пока мы видим, что объект не сдан, не эксплуатируется, соответственно, и строительный мусор, да, готовности пока к эксплуатации нет. Понятно, что мы скрытые дефекты сейчас не обнаружим, которые, возможно, были допущены на этапе нулевого цикла, первого цикла, да, вот этих моментов. Но то, что мы видим сейчас по инженерии, да, вот есть, например, в узле ввода подтеки, то есть течет, где-то есть течь, соответственно, либо прокладку надо поменять где-то, вентиль, возможно, заменить. То есть эти моменты, да, мы все зафиксировали, мы обязательно передадим заказчику, все готовы идти друг другу навстречу, а мы будем за этим, конечно же, наблюдать и, самое главное, добиваться того, чтобы наши дети пошли в качественную, новую, безопасную школу. Это прекрасное здание, действительно сталинский ампир. Столько мы ждали, когда на месте вот этой старой первой школы будет возведено такое прекрасное здание. Но есть, конечно, безусловно, минусы, которые необходимо абсолютно устранить. На первом этаже нужно закрыть опасные такие вентиляционные выступы. Обязательно нужно зашить трубы, которые идут по потолку, трубы с горячей водой, тем более, не дай бог, что-то прорвется, да. И, конечно же, нужно переместить в кабинете химии вентиляционный шкаф. То есть много еще чего нужно сделать. Покрытие в спортзале плохо прошито, запаяно. То есть много еще вещей, которые необходимо устранить. Представитель заказчика нам обещал, что в течение 2-3 месяцев все устранят. Ну и самое основное – это ограда школы. МЧС почему-то не разрешает закрывать фасадную часть школы оградой, а это необходимо по новым требованиям. Почему директор первой школы предъявляет такие требования при вводе школы? А все просто. Ей получать лицензию. После всего, вот прямо ввод объекта эксплуатации, все подписано, все хорошо. Потом приходит Познадзор и говорит, нет, вот это неправильно сделано, вот это неправильно сделано.
кучу предписаний пишет, и без заключения пожнадзора лицензию на образовательную деятельность нельзя получить. Потом приходит Роспотребнадзор и тоже свои предписания пишет. То есть мы считаем, что подписание акта об вводе объекта в эксплуатацию должно проводиться в присутствии вот этих двух надзорных организаций. А в градостроительном кодексе их нет. Вот сколько лет мы бьемся и пытаемся, что вот эту норму ввели, но она не вводится. Мы понимаем, в чьих интересах это не вводится. Это крупных олигархов строительных компаний, которые не хотят связываться с надзорными органами на стадии строительства. Они сдают здания, берут деньги и исчезают. Директор школы номер 1 Таисия Николаевна Горохова ставит вопрос правильно. Наши дети тоже мечтают прямо последний звонок тут провести и так далее. Мы все хотим. И вот в этой ситуации, значит, то, что сейчас вот есть недоделки, нарушения, которые устранимы, которые можно устранить. Я надеюсь, что вместе с Народным фронтом Республики Саха-Якутия, с нашими коллегами во взаимодействии мы этот объект примем. Народный фронт Якутии продолжает контролировать ввод первой школы, новой школы города Якутска. И пришел в первую школу с намеченным проверочным рейдом. На этой неделе, в конце недели, уже бригада выйдет, полностью уже будет начинать все замечания устранять. На прошлой неделе мы извещение об окончании строительства по поручению правительства направили в УБСЖ. Да, пока рано еще. Через 2 недели можно приходить и посмотреть. А насчет ограждения что решили? А насчет ограждения по поручению правительства мы пока делать не будем, по проекту без ограждения будет. Все органы прокуратуры УБСЖ уведомили о том, что вот ограждение не требуется по проекту, и они согласились. Ограждения перед входом первой школы не будет. Поэтому Общественный народный фронт Якутии провел круглый стол на эту тему. В Якутске состоялся круглый стол регионального отделения Общероссийского народного фронта. Тема встречи – комплексная безопасность школы номер 1. В обсуждении приняли участие родители, представители администрации школы, общественности, а также Росгвардия и МЧС. Повод – серьезные вопросы, возникшие при вводе школы в эксплуатацию и оценке ее антитеррористической защищенности. Мы не участвуем ни в приемке, ни в проекте не согласовываем. На стадии строительства функции пожарного надзора осуществляет стройнадзор. Скорее всего, мы не тот орган, которому задают вопросы. Также вопрос был при проектировании. Соответственно, также законодательство Российской Федерации есть градостроительный кодекс Российской Федерации. Паспорт безопасности, да, это по сути, как я считаю, основополагающий документ, в котором должны указываться все вот эти моменты, все вот эти мероприятия. Кто-то может быть против, да? Но в постановлении четко прописывается. Это решает комиссия. Вопрос о включении либо не включении такого пункта, такого нарушения в акт категории паспорта безопасности решается просто голосованием большинства голосов. Кто оказывается в меньшинстве, в любом случае обязан подписать этот документ и просто в виде особого мнения прикладывать свое несогласие. Все. И я надеюсь, что мы все-таки найдем это, значит, зерно, которое и поможет нам решить вопрос безопасности детей. И все-таки этот забор будет возведен, который будет ограждать детей от проспекта Ленина. Да? И, конечно же, те внутренние недоделки, которые мы видим в школе номер 1, они будут к 1 сентября устранены. Мы очень на это надеемся. Безопасность детей должна быть приоритетом на всех этапах, от проекта до введения в эксплуатацию. Вокруг школы ограждение так и не предполагается, пока не установлено, хотя в правительстве нам обещали все-таки сделать совместно с городом это ограждение. Сегодня мы прошлись опять-таки по объекту, значит, с службой госзаказчика и с подрядчиком. Те нарушения, которые касаются закрытия труб, значит, в гардеробе, в учебном кабинете, они закрыты, слава богу, наконец. В кабинете химии, значит, те рекомендации, которые были даны Роспотребнадзором, к сожалению, вытяжной шкаф, он как стоял,
так он и остался на том же месте. Но тоже вопрос возникает, да, почему линолеум в спортзале. Даже вот родители задались вопросом, неужели не было современных более материалов, которые бы соответствовали вот такому большому спортзалу. А детская площадка, которую сделали, ну, для школы, некоторые, скажем так, объекты, которые там расположили, вообще для ясельной группы. Это очень маленькие, вот для возрастной группы, для школьной, да, очень маленькие какие-то горки непонятные, вот эти столбы непонятные. Такое ощущение, как будто для детского сада сделанные, а не для школы. В принципе, вместо этого поставили бы нормальные скамейки для того, чтобы дети могли там выйти, посидеть, там какие-то занятия проводить на свежем воздухе. Потому Это что, означает, что школа будет перестраивать данный двор за свой счет. скорее всего, придется под нужды школы менять. Какие-то элементы все равно придется менять, потому что так оно не подойдет. Это наша санитарная точка. Там поставили только 2 бака, хотя 2 бака вот получается на 6500 квадратных метров, мусорных баков только 2. Хотя там у нас на Ленина 50 получается, там 2000 квадратных метров. И на санитарной точке там 3 бака. И получается, как они так рассчитывали, как нам объяснили, почему мы ранее спрашивали, почему только 2 бака, они сказали, согласно проекту 2 бака. Разрешение на вход получаем, мы сразу уходим с этого объекта. Закрываем и все, уходим. Вы же представляете республику, служба госзаказчика. Нет, мы вот, Да? Да, поэтому изначально мы вам писали тоже. Для приемки этих всего здания вам потребуется все равно сантехники, электрики, я еще раз говорю. Вот лифтер должен быть. О, Бартауди. Мы несколько раз писали и вам, и управление образования, и мэры города тоже писали. Ну, я еще раз говорю, вот ответа пока до сих пор нет. Поэтому мы закрываем, все, уходим. После этого... Но ключи-то кому-то отдадите? Нет, не отдаем. А что вы делаете? Мы отдадим городу Якутску. Какое-то поведение такое, как будто бы школа там, значит, требует какие-то хотя на самом деле, вот если посмотреть, вот здесь, да, нету ограждения. То есть дети сразу, вот смотрите, вот здесь даже детям пройти оттуда из главного выхода, сразу они выходят на тротуар, общий тротуар городской, да. Здесь вот парковка. То есть если ребенок может в тумане или в холода выйти, да, его могут не заметить. А здесь же будут учиться дети начальной школы. Это маленькие дети, и это небезопасно. При современных требованиях федерального закона по антитеррористической безопасности. Хотя они говорят, что вот торец здания, это, значит, обеспечит безопасность. Но я думаю, что это неправда. Очень надеемся на то, что город подключится к приемке этого объекта и помогут коллективу войти 1 сентября с праздничным настроением в школу номер 1, которую мы ждали уже много-много лет.